Поощряя и финансируя арабское восстание, британцы хотели ослабить власть Турции. Это было время активной колониальной экспансии западных стран практически во все регионы мира. Но на Востоке серьезной помехой этой политики, в основном для Англии, выступала мощная Османская империя, в состав которой тогда входила и Аравия. Вести открытую широкомасштабную войну с таким серьезным противником представлялось для Англии весьма хлопотным и рискованным. Было решено развалить Османскую империю изнутри. С этой целью Министерство по делам колоний Великобритании подготовило множество шпионов для сбора информации и подрывной деятельности в мусульманских странах. Упор был сделан на разжигание сепаратистских настроений среди арабских эмиров, предводителей различных племен и областей Аравии. Искусно спекулируя на этнических разногласиях и амбициозности некоторых мелких эмиров, Англия подбивала их к междоусобной войне. Но для широкомасштабной смуты нужна была соответствующая идеология. И здесь как нельзя кстати пришлось учение Ибн Абдул-Вахаба, которое давало своим последователям право на войну против мусульман, убийство мусульман, обращение их в рабство, присвоение их имущества. Ваххабиты нигде, никогда системно не угрожали никакому государству. Они являются террористическими группами, которые атакуют в основном, если вы посмотрите, мусульман. Распространение новых идей совпало по времени с появлением полководца, которого звали Абдул-Азиз аль-Сауд, который хотел управлять землями Хиджаза, взяв в свои руки политическое руководство страной. К тому времени англичане не оставляли своих попыток уничтожить османский халифат, чтобы дать возможность евреям жить в Палестине. Они не могли сделать этого, пока существовал халифат, объединявший мусульман. Поэтому англичане, стремясь уничтожить халифат, стали подготавливать почву для внедрения этого странного тела. Это было время ослабления османского халифата. Так, в 1919 году ваххабиты напали на поселение Тураба и Хизба. В одном только Тураба было убито более 3000 человек. А в 1925 году была вновь захвачена Мекка. Там ваххабиты уничтожили ценнейшую библиотеку, где хранились труды со времен сподвижников пророка Мухаммеда. Одним из тех, кто возглавлял тогда войско ваххабитов, был английский разведчик Джон Филиппи. Помимо Филиппи, с Ибн Саудом работали также такие английские разведчики, как Харри Сент-Джон Бриджер Филби и капитан Шекспир, который погиб в битве при Аль-Джраб в 1915 году. А известный сейчас на весь мир разведчик Томас Эдвард Лоуренс, получивший позднее прозвище Лоуренс Аравийский, был отправлен в лагерь шарифа Мекки Хусейна. Лоуренс Аравийский обещал шарифу Хусейну от имени Британии, что в случае поражения Османской империи ему будет предоставлена власть в Саудовской Аравии. Аналогичные вещи обещал Ибн Сауду и Харри Филби. В итоге победу одержал Ибн Сауд, а прямые потомки пророка Мухаммеда Хашимита, веками бывшие шарифами Мекки и Медины, при поддержке англичан были изгнаны. Теперь полный контроль над святыми для всех мусульман мира местами в Мекке и Медине осуществляют именно сектанты-ваххабиты. Однако вместо создания единого арабского государства Ближний Восток оказывается разделен между французами, арабами и британцами, что приводит к сильнейшему политическому напряжению. В результате арабские страны были раздроблены и образовались еще более мелкие государства. Арабы чувствовали, что их предали. После войны Лоуренс, по всей видимости, страдал от душевного расстройства, которое было отчасти вызвано чувством вины за предательство арабов. Однако споры о его роли в восстании, как считает Фолкнер, теперь подходят к концу. И исторические, и археологические исследования, которые сейчас проводятся на бывших полях сражений, убедительно говорят о том, что все написанное Лоуренсом — чистая правда. В том числе и то, что он стал одним из главных разработчиков методов ведения современной партизанской войны. Его тезисы об организации повстанческой борьбы имели далеко идущие последствия.
Партизанский метод ведения войны получил широкое распространение в 20 и 21 веках. В частности, в последние 30-40 лет, а началось все с него. Просто удивительно, как один человек мог действовать, переходя от британского воспитания и обучения к арабскому образу мышления и жизни, и обратно. Все, что мы видим сегодня в Ираке или Афганистане, это наследие его идей. Все это зародилось здесь. С 1917 по 1923 год Англия оказала Неджду финансовую помощь в размере 542 тысяч фунтов стерлингов. Взамен правители Неджда обязались помочь своим давним союзникам в войне с Турцией и действовать во всем согласно внешней политике Англии. Начался новый виток междоусобной войны в Аравии. И вновь повторились все те же жестокости ваххабитов. Осквернение ими святынь, массовые убийства и унижение мусульман описаны во многих исторических источниках. К 1927 году при поддержке Англии ваххабиты овладели значительной частью Аравийского полуострова. Впоследствии всю захваченную территорию назвали королевством Саудовской Аравии по имени Мухаммада ибн Сауда. Bush and Saudi Crown Prince Abdullah holding hands as they stroll. It's only Wednesday, but I think we can all agree. Больница Международной организации «Врачи без границ» в городе Кундуз пострадала от авиаудара, который мог быть нанесен ВВС США. По данным организации, 9 сотрудников учреждения погибли, еще 19 серьезно ранены. الأمريكان الرؤساء أولهم أوباما والأولين كلهم والآخرين وإن شاء الله أوباما يطول سيدي عليك يا الدولة يعني الدولة هي دولة الحق، هي دولة التوحيد. أي دولة تقوم بالتوحيد الآن؟ أي دولة؟ من حولنا من جوانبنا؟ مصر والشام والعراق والشام وكيف العدوى الآن؟ من هو الذي يقوم يدعو إلى التوحيد الآن ويحكم شريعة الله ويهدي الأمور التي تعبد من دون الله؟ من هو؟ أين الدولة التي تقوم بهذه الشريعة؟ غير هذه الدولة الله لنا عذابا. أما فيما يتعلق بهذه الحكومة ولله الحمد فالبلاد كما تعلمون بلاد تحكم الشريعة الإسلامية. عليك يا سيد الأولين والآخرين. На этом уроке мы рассмотрим некоторые качества Аллаха. Лик Аллаха, рука Аллаха, пальцы Аллаха,
глаз Аллаха, стопа Аллаха, аль-истива, вознесение, опускание, смех Аллаха, то, что Он придет, удивление. Мы созданы по образу и подобию Божьему. Все. Атрибут душа. То, что Всевышнему Аллаху мы приписываем душу. Атрибут душа. То, что Всевышнему Аллаху мы приписываем душу. Возложит Аллах на нее, то есть на гиену, возложит свою ногу. Бог сотворил человека по образу своему. His beautiful, magnificent, excellent foot. All of them affirm this. So who are we to come today and say, no, he has no shin? People like that need to be executed. Allah Ta'ala tells us, Ya Akhi Nazri, that he's got a beautiful face. Allah Subhanahu wa Ta'ala has a shin. A what? A shin. The day when the shin shall be laid bare. The day when the shin shall be laid bare. This shin is the shin of Allah. Allah Ta'ala has a foot. Does he not? Allah has a shin. S-H-I-N. Allah has a shin, hasn't he? Definitely, yeah? He's got a shin. The shin in our understanding is that which is between the ankle and the knee. Salk. The shin in our understanding is that which is between the ankle and the knee. Salk. Мы созданы по образу и подобию Божьему. Все. إذا نحن نؤمن بأن لله تعالى رجلا وقدم. حقيقة ولا غير حقيقة؟ حقيقة. Бог сотворил человека по образу своему. Да, Аллах поднялся на престол. Восшествие на престол. Да, Аллах поднялся на престол. Восшествие на престол. Да, Аллах поднялся на престол. Восшествие на престол. Когда я говорю «книга у меня» или «такой-то у меня», что это значит? Место. Место. И этого не утверждают приверженцы лжи. Они убегают от этого, говоря, у Аллаха нет места. هل يجوز أن يقول الرجل هل لله مكان؟ نعم. أولا هذا سؤال ورد من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بصيغة أخرى. قال للجارية إيش؟ أين الله؟ وأين يستفهم بها عن المكان في جميع لغات العالم. لكن طبعا يختلف اللفظ بالنسبة للغة العربية، لكن هذا المدلول أين يستفهم به عن المكان. ولكن يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يحصره شيء من مخلوقاته، لأنه جل وعلا فوق كل شيء. لكن الله عز وجل بذاته فوق 7 سماوات على العرش مستو بكيفية تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى.